Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что случится, что произойдет и что в жизни поменяется в течение следующих 2-3 дней. Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте будем смотреть. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Слушайте, очень красивая отсыпка вышла, очень много добрых знаков. Отсыпка у нас общая, но раз вы открыли это видео, это ваша интуиция, либо ваш ангел-хранитель привели вас ко мне. Вы должны услышать и узнать. Здесь будет очень много ценного, важного и полезного для вас. Мои хорошие, начнем с пары. Здесь у меня пара, 2 человечка. Один постарше, либо посильнее, либо поумнее, ну а второй, соответственно, при нем. Да, как в старом фильме. Так, не знаю, кто из вас кто, но я вижу, что этот союз, будь он любовный, будь он дружеский, будь он деловой, он очень успешный, он очень замечательный, очень позитивный и много-много добра. Идет много добра, каких-то хороших действий, хороших результатов, прекрасного настроения, улучшения атмосферы вокруг вас. Замечательный союз. Союз сформируется буквально в течение нескольких часов, а может быть сутки должны пройти, да? Но союз будет сформирован. Здесь прекрасная птичка с левой стороны. Эта птичка – это предложение. То есть вам поступит предложение: а давай-ка мы с тобой объединимся. Объединим наши усилия, наши стремления, наши желания. Вместе у нас получится. И вы знаете, вы не откажете. Хоть вы и не ждете этого предложения, но вы не откажетесь. Вы так скажете: давай попробуем. А почему бы и нет? Должно же быть что-то новенькое, да? Разнообразие яко свою жизнь. Вот, очень хорошее предложение идет. И очень успешный союз получается. Девчоночки, кто-то из вас получит приглашение. Приглашение в отношения. Мужчина так и скажет: а давай попробуем встречаться. А давай попробуем вместе пожить. А может быть, мы поженимся, да, либо вместе что-то будем делать. Но у кого-то на работе, да, там, например, коллега, либо начальник, да, подойдет и скажет: а вот давай-ка попробуем тебя в этой роли, да, там, будь моим помощником, участвуй в моем проекте. Очень хороший союз. Главное, очень успешный. Так, идем дальше. Здесь какое-то раздражение. На кого-то вы будете обижаться, кто-то вас будет расстраивать. Это кто-то из близких. В семье, в доме. Опять же, любимые люди, дети, родственники. Как говорят в простонародье, да, кто-то нервы будет трепать. И причем, знаете, что интересно? На пустом месте. Вот нет какой-то конкретной там проблемы, причины. Просто, знаете, из ниоткуда. Раздражение из ниоткуда идет. Вот. Держите себя, пожалуйста, в руках. Держите. Никто не желает вам зла, никто не желает, не знаю, раздраконить вас, просто стечение обстоятельств. Так иногда бывает. Вы где-то перенервничали, пришли домой, например, видите, гора посуды, да, либо кто-то кушал, за собой не убрал, крошки, там, грязная посуда. И вы прям чувствуете, волна негатива, какой-то даже агрессии в вас растет. Но это все стресс. Это стресс. Старайтесь это все в себе тушить, гасить. Либо, если не получается, возьмите подушку. Возьмите подушку, так к лицу прислоните и так громко-громко покричите в эту подушку. Поверьте, вам станет легче.
Я не вижу злого умысла, но я вижу накал страстей. Не допустите этого накала, ни с кем ругаться не надо. В ближайшие 2-3 дня старайтесь экономить свои силы. Ведь когда вы ругаетесь, вы очень много тратите очень ценной, полезной и важной для вас энергетики. Поэтому ни с кем не ругайтесь. Пересильте себя, пересильте, пожалуйста. Для вас это будет очень позитивно. Так, кто у меня в семье? То есть здесь семья классическая, муж, жена, дети и бытовые проблемы. В ближайшие 2-3 дня бытовых проблем станет гораздо больше. Либо, знаете, возможно, они и были, но вы не обращали внимания, либо некогда было этим заниматься. А тут как-то особо остро станет вопрос. Значит, мои хорошие девочки, обращаюсь лично к вам. Пожалуйста, не тяните все на себе. Вы ведь не лошадка. Нет. Вы женщина, прекрасная, умная, очень красивая женщина. Если есть партнер, ну так разделите эту ношу с ним. Ведь вы семья, ведь вы вместе проживаете. Но почему же вы сами должны все это делать? Поверьте, если по-хорошему его попросить, ну то же самое, знаете, как попылесосить, там, помыть ту же посуду, может быть, там, не знаю, белье, да, разобрать, либо повесить, но он же вам не откажет. Хорошим, добрым словом попросите, поверьте, результат будет. Знаете, вам будет приятно от того, что мужчина идет к вам навстречу, от того, что мужчина не игнорит свои, например, обязанности в семье. И еще будет приятно от того, что вы умеете с ним договориться. То есть знаете и реализуете правильный подход к нему, к его сердцу. Я вижу, что будет помогать. Кто будет просить мужчину, у тех мужчина будет помогать. Кто не будет просить, ну, девочки, устанете, сверх нормы устанете. Ну, как все как всегда идет, да. То есть у вас как по накатанной. Вы уже, как знаете, стали на лыжи и с горки едете на этих лыжах. Ни вправо, ни влево, а то упаду. Вот. Надо что-то делать, надо менять эту ситуацию. Тем более я вижу, что ваш партнер, он и не против, он абсолютно не против. Да, он не там работунчик, который готов по первому зову, но он вполне нормальный, адекватный человек. И если его попросить, конечно же, он вам поможет. И все будет хорошо. Просите, помощь будет оказана. Так, следующий момент. Работа, какие-то деловые отношения идут. На работе будет очень много разговоров ни о чем, да, либо разговоры как там о политике, за жизнь, да, ни о чем, просто пустые разговоры. Очень много эмоциональные разговоры, которые заставляют переживать, нервничать, думать о плохом. И даже разговоры, которые вызывают агрессию. Ну, тут у меня такой вопрос. Вам заняться нечем на работе? У вас нет каких-то прямых обязанностей? Откуда столько свободного времени, чтобы так долго и много говорить ни о чем? Может быть, так заведено в вашем офисе, либо на вашем производстве. Но вот я вижу, к вам разные люди подходят, вы с разными людьми ведете разговоры, много тратите время. Я хочу вас предупредить, особенно те, кто работает действительно в больших компаниях, на больших производствах, за вами наблюдают. Есть человек, может быть, кстати, и не один, здесь как будто бы ступени, и вот видите, люди с разных ступеней за вами наблюдают. Они присматриваются, а что вы делаете, а как вы делаете, сколько вы времени тратите на свои обязанности, сколько вы времени тратите на разговоры, на покушать, на пописать, да? Сами понимаете, за вами присматривают. Я не могу сказать, с чем это связано. Почему за вами так пристально присматривают? Может быть, хотят повысить, а может быть, наоборот, хотят сократить, да, либо, не дай бог, еще штрафовать при этом. Мои хорошие, есть наблюдение, не один человек наблюдает. Глаза, как говорится, повсюду, будьте поаккуратней. И еще, у кого-то в коллективе есть, ну, как там называют, да, извините за слово, но вот
Почему-то именно идет это слово «стукачок». Да? Но может это мужчина, либо молодой мужчина, либо наоборот пожилой мужчина. Человек, который, знаете, как одно большое ухо. Он мало говорит, либо говорит какие-то провокационные, вот делает вбросы, там, спровоцировал ситуацию, накалил и сам сидит, слушает, запоминает, а кто как среагировал, а кто что сказал. Может критиковать начальство человек, да, втягивать вас в эти разговоры, что вот цены растут, а нам зарплату не поднимают, да, пустил эту утку и сидит, смотрит, как люди будут реагировать. Запомнил, кто что сказал, и туда, наверх, к начальнику, закладывать всех подряд, да, а тот сказал то, а тот про вас то сказал. У кого-то в коллективе есть такой человек, именно идет мужчина по возрасту, либо очень молодой, либо гораздо старше, чем все остальные. Мужчина-провокатор, провокатор и стукач. Будьте поаккуратнее. Понятно, что это невозможно быть в коллективе, ни с кем ни о чем не общаться, но вы стараетесь, ну, хотя бы фильтровать то, что вы говорите. Вот. Можно ведь кивать, можно просто слушать, но либо иметь даже какое-то нейтральное мнение, да? Попробуйте, попробуйте. Почему-то вот мне для кого-то идет опасность. Опасность, что вас могут, ну, неправильно понять, вас могут, у кого-то оштрафовать даже могут, да, либо напугать, сказать, что вот ты там такая-сякая, мы тебя оштрафуем, ты там не работаешь, там сплетничаешь и прочее, прочее. Будьте поаккуратней. Так, а для тех, кто занимается собственным бизнесом, у кого собственное дело в руках, какие-то разговоры будут происходить у вас с другими людьми, может быть, с коллегами, может быть, скажем так, людьми, которые разбираются в вашем бизнесе, либо разбираются там в экономике, там, в трендах бизнеса, да, что, куда, как, когда. Много информации вы будете получать. Время такое, вот оказываться будете в правильном месте, и с правильными людьми вы будете встречаться и общаться. Очень много подсказок вы получите. И если вы правильно среагируете на эти подсказки, у вас есть прекрасный шанс укрепить свой бизнес, нарастить обороты и оставить своих конкурентов позади. У вас информация идет именно разговор. Разговор, через какие-то слова, важные слова. Слушайте, запоминайте и анализируйте все, что вы услышите. Поверьте, чей-то совет, либо чей-то рассказ, может быть, о чем-то, ну, вот тоже связано с работой, да, может для вас быть бесценным, действительно бесценным. Так, для тех, кто у меня в поисках работы, здесь есть и такие. Вы ищете работу, вы ищете себя, будет предложение. Но предложение такое, знаете, очень скромное и, ну, ни о чем, да, ни о чем. Это просто работа, это низкая зарплата, либо это не то, чего вы хотели. У вас будет большой соблазн согласиться. Будет какой-то фактор, который будет вас приманивать. Но это не деньги, это точно не деньги. Может быть, рядом с домом, может быть, какие-то там бонусы, да, либо какие-то даже обещания. Но я не рекомендую вам соглашаться, потому что я не вижу перспективы вас на этом месте. Для вас, вернее, на этом месте. Ну да, вы пойдете, ну да, вы будете не удовлетворены, вы поработаете, может быть, там пару дней, либо пару недель, устанете и скажете: нет, не хочу, я хочу большего, я хочу лучшего. И опять понесется, да, поиск работы. Мои хорошие, выработайте для себя действительно план действий. Вот чего вы хотите, как вы это видите, что для вас хорошо, что для вас допустимо, но что в принципе никогда, ни при каких, как говорится, условиях вы не примете. Вам будет гораздо проще. Понятно, что работа нужна, понятно, что любая денежка важна, но совершать насилие над собой, ну, это ничем хорошим не закончится.
Вы для этой компании, либо для этого производства, ну, желанны, да, они вас хотят заполучить. Но ваши знания, ваша квалификация, ваш опыт, ваша трудоспособность, они достойны большего. Понимаете, о чем? Вот. Вы подходите к этому с умом. Не бросайтесь на все, что вам там предлагают, либо дают. Знайте себе цену, и работа будет. Немножко попозже, она обязательно будет. Так. Здесь какой-то мужчина с правой стороны будет вас искать, будет вам писать, будет добиваться какой-то личной встречи. Личная встреча ему нужна. У кого-то из вас отыграется, что это поклонник, действительно поклонник. Ну, кто его знает, да, может, не хотите вы его, да, либо как-то там передумали насчет этого мужчины. А у кого-то отыграется, что с этим мужчиной вас связывают, может быть, какие-то вопросы делового характера. Либо, ну, например, да, этот мужчина, он там мастер по ремонту, он у вас был, он что-то ремонтировал, впечатлился, влюбился, а теперь ищет повода, чтобы с вами еще раз встретиться. Очень назойливый мужчина, он не будет давать вам проходу, он будет действительно и писать, и звонить, и всячески, вот знаете, вас тормошить. Вижу, что вы так до конца не поймете, что он хочет, но вашего времени, жизненного времени он потратит очень много. Очень много. Девочки, тут причина романтика. Его к вам очень сильно тянет, и ему невозможно с этим сопротивляться, вернее, этому сопротивляться. Если мужчина нравится, вы в нем заинтересованы, почему нет? Сразу уже сами можете пригласить его на чашку кофе. Если мужчина вам, скажем так, к вам не прилипает, да, его энергетика, так ему и скажите. Девочки, кто в паре, кто в браке, есть и такие. Смотрите, чтобы этот мужчинка не порушил ваши отношения. Потому что он уже себя не контролирует. Действительно, взорвали вы ему голову и украли его сердце. Чтобы он не стал триггером на ссоры в семье, да, и проблемы с вашим мужем, с вашим супругом, с вашим возлюбленным. Такое может быть. Держите тогда дистанцию, либо подключите своего любимого человека, да, пусть он с ним общается, разбирается. Но если это касается какого-то там ремонта, либо каких-то деловых отношений, покажите, что вам неинтересны отношения. Так, и тут очень хорошие события в казенных домах. Казенные дома – это больницы, это школы, это университеты, это госорганы, банки, не знаю, всякие там юридические учреждения, правоохранительные органы. Вот. Там птицы светлые, похожие на чаек, с раскрытыми крыльями. То есть, что задумали, что запланировали, все получится. Я вижу, что преград не будет. Люди вам будут попадаться адекватные. Люди, которые знают свое дело и делают его на круглую пятерочку. Что задумали, что запланировали, сделаете. Кто-то, кстати, намного больше, чем планировал, сделает. Вот, особенно если это связано с получением каких-то бумажек, документов, либо прохождением специалистов. Допустим, да, вы в поликлинику идете, вам нужен, допустим, терапевт. Да? Терапевт вас смотрит и говорит, а давайте на всякий случай сходите еще к одному специалисту. И он вас направляет, вы сразу же, да, идете к другому специалисту, все проходите, все для себя узнаете, получаете правильное назначение, счастливое, довольное, возвращаетесь домой. То есть вот какое-то даже везение, но это не везение, это действительно открытая дорога, и
люди хорошие вам будут встречаться и попадаться. Если у вас есть какие-то глобальные планы по получению каких-то документов, назначений, разрешений, одобрений, пожалуйста, используйте ближайшие 2-3 дня для того, чтобы все это получить. Вам отказа не будет. И даже если что-то вы там не доделали, либо сделали не так, поверьте, вас все равно примут, вам все равно помогут, вам объяснят, что, как, а возможно, кому-то повезет, даже за вас что-то сделают. То есть хорошие события, и это очень приятно. Наконец-то и вам, как говорится, повезло. Бюрократы, чиновники, госслужащие на вашей стороне, да, играют за вас. Вот, позитивно. Это очень-очень позитивно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.